Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем курс наших семинаров по разработке программ летнего отдыха для детей из детских домов, интернатных учреждений, специальных коррекционных учреждений Республики Коми. Сегодня мы с вами продолжаем тему данного направления. Сегодня поговорим о разработке именно содержания программы, что будет туда входить, рассмотрим полноценно структуру программы, да, характеристику программы и так далее. Основные вопросы сегодня будет освещать Ирина Дмитриевна Новикова, это старший методист нашего центра, поэтому хочу предложить ей уже слово, да, передать. И Ирина Дмитриевна сегодня с вами поработает по направлению как раз содержания вот той самой программы, о которой мы начали говорить 2 числа. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я думаю, что, надеюсь, что после нашего первого вебинара, наверное, кто-то из вас обратился к тем программам, которые у вас есть, проанализировали их структуру и, может быть, даже разделили содержание своих программ на те блоки, о которых мы с вами говорили. А сегодня дадим подробную характеристику содержания данных блоков. Конечно же, как всегда. Так. Начнем еще раз с титульного листа. Может быть, кто подключился к нам сегодня первый раз, и, может быть, кто-то не услышал в прошлый раз какие-то. Здесь нужны компоненты. Итак, условно титульный лист подразделяется на несколько полей. Самое верхнее поле – это поле учредителя образовательной организации. Для всех присутствующих здесь учредителем является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Далее во втором поле пишется полное название образовательной организации. В правом углу далее пишется утверждение, дата утверждения образовательной программы на вашем педагогическом совете или другом совещательном органе, а симметрично вы потом сможете поставить дату утверждения или рекомендации Республиканского экспертного совета. Посередине титульного листа располагается название вашей программы. Это комплексная, может быть, программа, или профильная программа, или адаптированная программа организации летнего отдыха детей. Возможно, здесь название программы, так, и, возможно, не возбраняется некий такой творческий элемент, как какой-нибудь стилизованный рисунок, который будет отражать все содержание вашей программы. Далее указывается возраст ваших воспитанников и срок реализации. Мы с вами упоминали о том, что программы в основном у нас все краткосрочные, даже если они реализуются в течение 3 месяцев. Тем более, что если это будет какая-то односменная программа, то есть в течение 1 месяца будет реализовываться. И далее пишется в правом нижнем уже углу идет, кто разработчики этой программы. Не авторы, потому что авторская программа преследует, авторская программа проходит очень сложную сначала апробацию, затем экспертизу и так дальше на Республиканском экспертном совете. Поэтому вы пишете разработчики программы, и разработчиков программы здесь будет не 1 и не 2, так, а если руководитель принимал участие в разработке программы, то он тоже записывается первым, конечно, да, затем у нас идут заместитель директора по учебно-воспитательной работе или воспитательной, или просто воспитательной работе. И далее ниже вы будете перечислять всех разработчиков модульных блоков данной комплексной программы летнего отдыха. Можно расположить в один столбец друг за другом разработчиков программы, фамилии с указанием должности. Можно расположить фамилии в 2 столбца на титульном листе. Ниже записываем название населенного пункта, где расположена программа, и год разработки. Только цифрами букву «Г» не пишем. Вот такие требования к разработке титульного листа. Перейдем далее. Информационная карта программы или паспорт программы. Заполняются все поля, так, и возможно, что вам покажется, какие-то поля не будут
перекликаться с компонентами пояснительной записки, ничего страшного, продублирует, если так требуется, так? Но какие-то моменты можно написать, какие-то моменты можно охарактеризовать в каких-то общих таких вот чертах, ну, например, это предполагаемые результаты реализации программы. Мы будем их расписывать подробно, а здесь можно будет указать какие-то позитивные изменения, которые произойдут в результате освоения программы на социальном уровне или какие-то другие вы найдете изменения, целесообразно здесь указать. Далее кадровое обеспечение программы. Так, перечень специалистов, реализующих программу. Мы полностью прописываем фамилия, имя, отчество с указанием должности. Так, и вот обращаю ваше внимание на еще два момента, которые можно включить в паспорт программы. Ну, если, конечно, есть у вас дипломы, какие-то грамоты, подтверждающие участие программы в конкурсах, так, то можно, не то что можно, а нужно показать высокий уровень апробации вашей программы. И запишите эту информацию в параллельном поле. В каком году, где принимала участие, в каком конкурсе принимала участие ваша программа. Ну и трансляция опыта, так, конечно же, можно ее тоже представить, показать, на каком сайте, где расположена ваша программа. Ну, таким образом, уже будем иметь представление о том, какие же цели ставит перед собой программа, да, примерно какие планируемые результаты, кто будет реализовывать и насколько уже эффективно реализуется ваша программа. И еще, да, смотрите, информационная карта программы. Здесь тоже есть поле, где представляется фамилия, имя разработчиков или коллектива с указанием занимаемой должности. То есть вы дублируете тех людей, которые у вас будут представлены в разработчиках на титульном листе, и переносите их сюда. Ну, совершенно не обязательно, что разработчик, да, он будет как раз принимать участие в реализации программы. Может и такое случиться. Да, просто да, нужно понимать, что разработчики – это одно, а реализаторы программы – это совершенно другие люди, могут быть абсолютно. К тому же напоминаем еще раз, что когда вы пишете краткие контактные телефоны, электронные адреса и так далее, все, что касается вашей организации, все должно быть в соответствии с уставом вашей организации. То есть не сокращенно, как вот мы привыкли, да, где-то там кто-то пишет, ДД, допустим, 8. Нет, детский дом, там такой-то, такой-то. Да, не забываем, что это государственное учреждение и так далее и тому подобное. То есть полное название, которое у вас прописано в уставе, в соответствии с чем также все телефоны и электронные адреса, чтобы с вами можно было связаться. Спасибо. Так, переходим, значит, далее. Так, теперь мы переходим к основной части программы, которая состоит из 3 разделов. Нужно сказать, что вот эти вот разделы нумеровать или подразделы, как здесь показано на слайде, их нумеровать не нужно. Это сделано просто для того, чтобы как-то упорядочить наше представление о том, насколько много самых разных компонентов структурных входит в содержание программы. Значит, говорит, что нумеровать ничего не надо. Мы ограничиваемся только основными заголовками и подзаголовками. И начнем характеристику с целевого раздела программы, львиную долю которого занимает пояснительная записка. Пожалуйста, да, Лена Александровна. Так, пояснительная записка. Пояснительная записка – это очень многокомпонентный блок такой, в целевом разделе. И здесь очень важно определить, что же нужно записывать и от чего нужно отталкиваться при определении, особенно вот этих вот первых 2 компонентов актуальности и новизны программы. Остановимся на этих характеристиках более подробно. Актуальность программы определяется ее ориентацией на достижение наиболее значимых для данной образовательной организации каких-либо проблем. Но и не забываем, конечно, того, что актуальность обусловлена государственным заказом любой образовательной организации, так что отражено в ряде федеральных документов, таких как
Конституция Российской Федерации, федеральные государственные образовательные стандарты, концепция дополнительного образования и другие документы, так, в которых четко перечисляется, какое же важное значение имеет правильная организация летнего отдыха детей. Актуальность может базироваться, при определении актуальности вы можете опираться на анализ потребностей общества и государства вот на современном этапе развития. Но не нужно здесь делать подробного анализа в каких-то процентах или в количестве, замахиваясь на все государство. Так? Порой вот иногда приводят такие вот количественные данные. Лучше тогда ограничиться тем, насколько это актуально для вашей образовательной организации. Так, на анализе социальных проблем, ну, например, ваша организация, какие-то возникают проблемы, которые касаются социализации детей или других направлений воспитания, и вот как раз эти проблемы, они и будут определять актуальность вашей программы. Актуальность может быть определена также и на анализе потребностей воспитанников. Ну, например, на этапе подготовки данной программы вы проводили анкетирование среди учащихся и определили, что вот подростки, например, они интересуются какими-то новыми технологиями, так, или еще какие-то новые такие тенденции, спортивные интересы, профессиональные интересы, появляются новые. И вот такие вот новые запросы воспитанников, они как раз и определяют актуальность программы. Актуальность программы может быть определена и педагогическим опытом, который накоплен в вашей образовательной организации. Ну, например, на протяжении нескольких лет вы реализовывали какие-либо новые технологии для вашей организации, и эти технологии дали положительный эффект. Таким образом, вы сможете сказать, что, ну, дать такое обоснование. Так. Далее, можно актуальность обосновывать тем потенциалом образовательной организации, который у вас сформировался на сегодня. Ну, например, учителя, педагоги, воспитатели прошли какие-то курсы повышения квалификации, которые позволили реализовать новые направления, использовать новые педагогические технологии. То есть вот среди всего многообразия нужно найти именно то значимое, что и определит вашу актуальность. Актуальность очень тесно связана с новизной. Очень тесно связана с новизной. Это следующий у нас очень важный компонент программы. Новизна – это выявление отличий разработанной программы от тех программ, которые были ранее, или от тех программ, которые реализуются параллельно с такими же организациями, как ваша образовательная организация. И так, по-моему, перечислите, пожалуйста. Так. И новизна может быть выражена на самых разных уровнях. Так, да, на самых, так это мы уже рассказала, на самых разных уровнях. То есть новизна может быть объективной. То есть это действительно какое-то ноу-хау, которое вы определили для себя, и это нигде никем не используется. Так, корпоративная новизна программы – это новшество для вашей данной организации. Или, может быть, это субъективная новизна. Ну, например, какой-то преподаватель разработал совершенно новый модуль, который станет одним из компонентов содержательного раздела программы. Таким вот образом, мы можем показать на самых разных уровнях степень вашей новизны. Новизна может быть также и установлена относительно направлений деятельности, которые реализуются в вашей организации. Ну, например, длительное время, может быть, вы увлекались вы прорабатывали только спортивно-оздоровительное направление, так? А с сегодняшнего года вот вы решили реализовать принципиально новое для вашей организации направление. Степень новизны принято обычно оформлять вот в виде таких вот словесных клише, которые показаны на слайде. Это, в первую очередь, конечно же, это слова «впервые», «конкретизировано», «расширено», «дополнено», «представлено», «углублено содержание», так, расширены виды деятельности обучающихся. Так. Ну и таким образом
все перечисленные особенности, они как раз и покажут, чем же будет отличаться ваша программа. Таким образом, будут определены отличительные особенности вашей данной программы от тех, которые уже были. Так, педагогическая целесообразность программы. Определение педагогической целесообразности очень тесно связано с обоснованием новизны. Они так даже плавно перетекают, и четкой такой вот границы между ними порой даже трудно установить. То есть в данной части пояснительной записки вы даете аргументированное обоснование направления реализации программы, то есть почему вы эти направления выбрали, какие приемы предполагаете использовать, какие формы организации внеурочной деятельности или дополнительного образования будете применять, средства и методы. Здесь же можно рассмотреть, какие взгляды педагогического коллектива на ту проблему, которую вы определите как актуальную проблему. Определяется практическая важность взаимосвязи выстроенной системы процесса обучения, развития и воспитания, их обеспечения. То есть у нас ведь блоки какие есть? У нас есть блок образовательный, да, блок воспитательный, блок развивающий, коррекционно развивающий. И вот эти вот блоки, они не стандартизированы, так? То есть они определяются именно особенностями контингента учащихся и вообще особенностями вашей организации. В данной части пояснительной записки можно также отразить степень, насколько отражены в программе условия для социального, культурного и другого развития обучающихся, насколько программа будет способствовать удовлетворению познавательных интересов, способностей и, может быть, даже профессиональных наклонностей учащихся. Ну, здесь вы также можете показать инновационность подходов, но это такой вот классический набор рекомендаций для доказательства педагогической целесообразности. Хотя, еще раз повторяю, что если там новизна и педагогическая целесообразность, они очень тесно взаимосвязаны. То есть педагогическая целесообразность программы, она перетекает из новизны программы. Так. Ну и теперь мы переходим к тому, ради чего разрабатывается программа. То есть нужно здесь установить такую взаимосвязь, такой переход. Именно что все эти новшества, все эти особенности педагогических технологий, они предназначены для того, чтобы детям жилось хорошо и весело. Вот как раз в этой части пояснительной записки описывается достаточно подробно контингент учащихся. Почему? Потому что возрастной состав, гендерный состав учащихся, их какие-то склонности, способности или нарушения здоровья, или проблемы с социумом, они все должны потом будут найти отражение в содержательной блоке программы. Здесь на что можно обратить внимание? То есть, например, по какому принципу у вас формируются отряды, семьи, группы, так, или они возрастные, так, или, может быть, это будут какие-то гендерные отличия, группы мальчиков, отряды девочек, так, какие здесь, сколько учащихся имеются с ограниченными возможностями здоровья, какие это ограничения, так, для того, чтобы разработать коррекционно-развивающий блок. Так, если дети с девиантным поведением или какими-то другими отклонениями, то есть вот подробное такое описание участников программы, оно позволит понять, чем же вы руководствовались, когда разрабатывали содержательный блок. Здесь контингент нет, так, достаточно. И теперь переходим к самой такой сложной части пояснительной записки. Так, это определение цели программы. Цель программы, можно так еще сказать простыми словами, это мысленное предвосхищение планируемого результата. То есть что же мы хотим увидеть в конце нашей такой вот трудной летней смены. Читаем, если это конкретно охарактеризованный, качественно, а где можно и количественно, образ желаемого результата.
который реально можно достичь к определенному моменту. Но здесь нужно дополнить, что не только достичь, да, но и реально измерить по каким-то критериям. Нужно сказать, что цели программы, они написаны почти что однотипно не только у нас, в наших программах, но я так посмотрела, другие программы, которые представлены на сайтах интернет, так, в принципе, везде одна и та же цель программы. Вот давайте проанализируем. Так, если мы читаем горизонтальную строку, цель – создание условий для активного отдыха воспитанников детского дома, для разностороннего развития склонностей и способностей детей в процессе творческой, спортивной, социально значимой деятельности. Так, в период летних каникул. То есть здесь я выделила условия для активного отдыха и процессы всякой разной деятельности. Но, по сути дела, это и есть уже активный отдых детей. Так? То есть что-то тут можно было бы тогда и сократить. Чем короче, может, порой сформулирована цель, тем как-то она даже становится понятней. Ну и вторая цель, которая выделена в первом столбце, это тоже примерно аналогичное: создание комплекса оптимальных условий для укрепления здоровья, организации досуга и так дальше. То есть данные цели, они, значит, не ориентированы на какой-то определенный тип программы, так, может быть программа и комплексная, и профильная, и адаптированная, так, и здесь нет никакой изюминки. Я сейчас не посмею никаких советов давать по поводу того, как нужно сформулировать цель для самых разных организаций, типов, да, где воспитываются самые разные дети, но я думаю, что вы сможете показать какую-то цель своей, лично вашей организации, конкретно разработанной программы. Для того, чтобы реализовать цель, нужно решить задачи. Задача – это способ, который предназначен для достижения цели, и в результате решения задачи всегда должен быть ответ. Вот если мы посмотрим на наши формулировки, то здесь во главу угла стоит создание условий или создание комплекса оптимальных условий. Значит, в задаче одна из задач должна быть посвящена определению этих условий. И в итоге, когда задача эта будет достигнута, то вы сможете дать ответ. А какие же это условия вы здесь решали, определяли? Или это кадровые условия? Может быть, только такая задача. Да, она будет способствовать эффективному отдыху детей. Будет, если кадры, соответственно, педагоги, воспитатели смогут организовать этот отдых детей. А может быть, вы в этом году работали только над материальными какими-то задачами, решали проблему модернизации базы. Но когда мы ставим на первое место создание условий для активного отдыха, то таким образом сами дети уходят на второй план. Все-таки самая главная задача – это развитие способностей учащихся, укрепление их здоровья. Вот многие пишут вот эту вот задачу, ставят такую цель укрепления здоровья обучающихся, да? Но что тогда нужно сделать, чтобы укрепить здоровье обучающихся? Ну, например, это может быть разработать систему практических и профилактических санитарно-гигиенических мероприятий. Так? И тогда уже, когда вы будете подводить итоги реализации вашей программы, ну, тогда четко будет уже видно, а какие же это практические и профилактические мероприятия вы разработали, как они были реализованы. И такой вот анализ, он позволит уже, ну, например, даже транслировать вот этот вот опыт реализации только одной какой-то задачи в ходе летнего отдыха, ну, на какой-либо конференции научно-практической, или это станет основой статьи уже для трансляции опыта. Или, например, значит, мы пишем организовать творческую деятельность воспитанников по разным направлениям, да? Что значит организовать? То есть какая здесь задача будет?
То есть конкретно, значит, нужно писать, что же нужно сделать. А у нас порой получается так, что задача – это формирование здорового образа жизни. Ну, согласитесь, что это очень сложно, это своего рода даже подцель формирования здорового образа жизни. А что же нужно сделать для того, чтобы сформировать вот этот вот здоровый образ жизни? Ну, то есть вот как раз нужно подумать, подумать над содержанием формулировок и не путать вот цель и саму задачу. Так, ну, по-моему, здесь я все сказала. Ну, а теперь, наверное, перейдем, да, уже какие-то основные направления, основы программы, то есть на основе чего и каким образом уже можно разрабатывать программы, которые вы, насколько мы понимаем и помним, да, должны будете представить буквально вот уже в конце месяца, в начале апреля, для того, чтобы летний отдых ваших детей все-таки состоялся. Так. Ну и вот это все еще у нас идет пояснительная записка, не забывайте. Да? Итак, реализация цели, выполнение задач, они связаны с концептуальными основами, и поэтому мы выделяем концептуальные основы программы, которые определены вот в представленных документах. Значит, и далее, пожалуйста, Наталья Александровна. Вот в стратегии развития воспитания так представлены следующие вот требования в программе, они должны быть заложены и как-то отражены. Ну, давайте посмотрим. Так, вариативность воспитательных систем и технологий. То есть это у нас, конечно же, будет присутствовать, потому что воспитание будет происходить в самых разных направлениях, и технологии тоже вы будете применять разные, они у вас будут прописаны в педагогической целесообразности вашей программы. Так? Ну вот здесь обращается внимание на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей. Но это не значит, что каждому ребенку мы так вот будем выстраивать эту индивидуальную траекторию, но ведь все-таки отряды учащихся или группы учащихся, для которых организован летний отдых, они тоже имеют какие-то общие такие черты, или когда дети будут посещать какие-либо мероприятия по модулям, здесь тоже эта траектория будет как раз и отражена. Далее в этой стратегии как раз заложено то, что детский отдых нуждается в совершенствовании условий для выявления и поддержки одаренных детей, развитие форм, включение детей, различные мероприятия. И как раз вот, Наталья Александровна, чувствую, что вам нужно сказать. Сказать пару слов по поводу совершенствования условий для выявления и поддержки одаренных детей. Нужно понимать, что одаренный ребенок – это не те вундеркинды, да, о которых как бы часто говорят, что ой, вот он, да, такой замечательный, он такой весь одаренный, он там буквально уже художник Репин, родственник и так далее. Нет, дело в том, что каждый ребенок одарен в какой-то определенной части по-своему. И дети, которые, допустим, являются, ну, скажем так, дети, у которых есть статус УВЗ, дети, которые являются инвалидами, тоже могут быть одарены в каких-то, ну, направлениях, в каких-то векторах, да, развития. Поэтому это тоже нужно обязательно учитывать. Неважно, допустим, в каком направлении, может быть, у него там проблемы с какой-то ситуацией, допустим, двигательных навыков, да, но ребенок достаточно хорошо при этом, да, может лепить, рисовать, там, вышивать или что-то. То есть не стоит забывать, что вот эти вот условия для выявления в первую очередь, да, таких детей должны быть прописаны в обязательном порядке. Также это касается и детей, которые как раз-таки склонны к правонарушениям, к различным проблемам с поведением. Такие дети тоже имеют какую-то свою особенность, которую в принципе можно выявить, и даже, наверное, скорее всего, я правильно подмечу, нужно и необходимо выявить в процессе как раз вот этого летнего отдыха, когда ребенок находится, так сказать, в условиях отдыха, да, от школьной программы, когда у ребенка может проявиться вот это вот
то вот та изюминка, да, к которой он более склонен, которая ему важна, интересна. И вот в такой-то ситуации как раз-таки можно поддержать и развить у ребенка вот это вот направление. Да, ну, правильно. формы, понятно, Всё. Ирина Дмитриевна уже дальше расскажет, да, что Да. формы для детей, естественно, формы, в которые можно включать детей, это, безусловно, это и интеллектуально-познавательные, и творческие, и трудовые, и общественно полезные, потому что дети даже вот, ну, как еще раз, да, вернемся, что очень большая проблема с детьми, как раз имеющими проблемы какие-то в поведенческом порядке, да, такие дети очень часто бывают как раз вовлечены в трудовую и общественно полезную деятельность и проявляют себя как раз-таки в очень позитивном ключе именно в данных направлениях, так же, как и физкультурно-спортивных и так далее. То есть вот здесь вот нужно, безусловно, обращать внимание на такие вот даже маленькие какие-то нюансы, и тогда вы ребенка не упустите, а наоборот обратно вернете в лоно, так скажем, да, учреждения, семьи и так далее. Так, следующее. Так, далее, значит, учтены в программе летнего отдыха должны быть учтены следующие вот базовые приоритеты. Они так вот расположены в соответствии с уровнями планируемых воспитательных результатов. То есть в первую очередь начинается с того самого простого, что это освоение воспитанниками базисного какого-то уровня знаний о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое объекты культуры, что такое памятник и так дальше. А второй приоритет – это освоение технологий и навыков организации и управления собственной деятельностью. Может быть, насколько это новое, вы сами лучше уже знаете, так? Но вот как раз вот тенденция-то какая, что мы постоянно говорим вот об индивидуальных образовательных траекториях, чтобы каждый человек, начиная не только взрослый человек, там, педагог или другой профессионал, да, они могли видеть свой профессиональный карьерный рост, но и помочь вот ребенку определить себя, что он знает, что он умеет, для чего он это умеет делать и чего он может в итоге добиться. Вот сейчас вот на всех уровнях мы везде говорим об индивидуальных образовательных траекториях, об индивидуальных траекториях профессионального роста. И вот ребенку тоже нужно в каких-то формах вот это вот показать. Так. И затем самый высокий уровень – это уже целенаправленное развитие навыков и компетенций, позволяющих управлять собственным поведением, мыслительной и эмоциональной сферами. Чтобы не получилось так, вот есть такой простой школьный анекдот, его не ждешь, а он приходит. Что это такое? Заскок. Вот как вот избежать вот таких вот заскоков, и потом ребенок сам порой не знает, ведь вроде бы и не хотела, вот как-то получилось. То есть вот это уже работа психолога, конечно. Так, и далее, Наталья Александровна. Ну и при реализации программ детского отдыха, безусловно, необходимо придерживаться основных, да, скорее всего, принципов по организации содержания деятельности. Это выдержка из приложения номер 2 к письму Минобрнауки от 2011 года. И то, о чем мы и говорили, что при анализе программ как раз-таки были выявлены нарушения вот в этих принципах. Во-первых, практически не было многообразия видов и содержания видов деятельности для детей. В основном, как мы уже говорили, это было сплошное однообразие, единообразие, и какого-то вот того же принципа свободы творчества там, к сожалению, ну, мало отмечалось. Потом появится у нас сейчас этот принцип. Да. Дальше. Принцип социальной активности. Конечно, очень важный, очень такой необходимый. И принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления. Наверное, один из важнейших принципов, который стоит учитывать при реализации программы. Так, хорошо. Так, все правильно, Наталья Александровна, дальше, пожалуйста, да? Итак, мы все еще в целевом разделе программы. То есть мы с вами охарактеризовали вот эту очень сложную такую многокомпонентную первую часть пояснительной записки.
пояснительную записку. Простите, мы охарактеризовали в целевом разделе пояснительную записку. И вторая часть целевого раздела – это планируемые результаты. И планируемые результаты, согласно рекомендациям федеральным, берутся из федерального образовательного стандарта начального образования, основного и среднего общего образования. Это будут предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. Когда будет разработан федеральный государственный стандарт дополнительного образования, тогда, видимо, здесь будут внесены какие-то коррективы. А пока нас отсылают к государственным стандартам общего образования. Так. И воспитательные результаты. Воспитательные результаты, они определяются на 3 уровнях. Первый уровень – это приобретение воспитанниками социальных знаний, первичного понимания социальной реальности, которое достигается через встречи с интересными людьми, через беседы, через посещение музеев, через просмотр фильмов, через выполнение каких-либо практических заданий, через посещение каких-либо кружков, секций, то есть весь тот колоссальный объем знаний, который приобретается детьми вот в условиях летнего отдыха, но в формах отличных от урочной. Потому что все равно, даже если ребенок отдыхает, то он все равно учится, закрепляет какие-то знания, расширяет эти знания и приобретает новые знания. Второй уровень воспитательных результатов – это формирование ценностного отношения к социальной реальности, получение школьниками опыта переживания. Такой уровень достигается через активную деятельность, через методы, через формы такие, как дискуссионные формы, обсуждения. То есть создаются такие условия, где ребенок может проявить свою личностную, такую социальную активность. И третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. Это вот уже при реализации принципа сочетания педагогического управления и самоуправления. Ну что, нужно сказать, что в программах этот принцип реализован хорошо. То есть везде речь идет о самоуправлении обучающихся. Воспитанников, простите. Так, хорошо. Так, вот, но, к сожалению, при определении планируемых результатов допускается ряд ошибок. Я вот их так вот выделила разными цветами, чтобы на них обратить внимание. То есть планируемый результат – это уже то, что получится, то, что получается. Это не глаголы, это не организация занятости, это никак уже не результат. Это, скорее всего, что-то относится к категории задач – организовать занятость детей. Далее, укрепление здоровья. Это тоже нельзя сказать, что это планируемый результат. Тут укрепление здоровья, здесь мы понимаем, как какая-то система мероприятий, которая проводится, организуется в образовательной организации. Ну, например, может быть, организация посещения всеми детьми там, врача, стоматолога или хирурга или еще что-то. То есть что-то делается, да? А вот планируемый результат такой, да, что получится? Что получится? То есть вы можете прописать, допустим, что в ряде, вот в реализации там каких-то вещей, там каких-то, допустим, тех же физкультурных каких-то мероприятий, да, через физкультуру, через спорт дети укрепят свое здоровье там, или приобретут новые знания, навыки и так далее. Ну, тут надо тоже вот все тщательно взвешивать. В любом случае, да, нужно понимать, что приобретение – это не планируемый результат, это процесс, в котором они как раз-таки и будут у вас на протяжении всей программы. Ну вот третий результат – приобретение новых знаний, умений, навыков – это да, это относится к планируемым результатам, но здесь не указано, что за знания, что за умения, что
за навыки такие. Да, то есть приобретут что дети? Вот. Какие? Далее такой планируемый результат получения школьниками полноценного отдыха, способствующего их социализации, адаптации, ну и так дальше. То есть это, посмотрите вот сами, что это никак не относится к тому, что получится в итоге в конце летнего отдыха. Зачеркнула творческий рост педагогов. Мы сейчас составляем программу оздоровления обучающихся, так, но не ставим задачу, что касается педагогов. Конечно, если брать очень широко, так начинать рассуждать, что, конечно же, в процессе разработки программы, в процессе ее реализации, да, педагоги приобретут новый опыт какой-то, так, но это не ставится, это не цель программы. И точно так же, как не нужно ничего писать про родителей или законных представителей, что у них там повысится педагогическая их компетентность. Нет, этого ничего не нужно писать, потому что у нас программа летнего отдыха детей. То есть все, что в программе у вас прописывается, все, что вы формулируете, все, что вы записываете, цель, задачи, актуальность, новизна, планируемые результаты и все остальное, все вещи направлены на детей и ради детей, и для детей. То есть в данной ситуации программа никоим образом, если так грубо совсем сказать, не касается педагогического состава. Да. Ну вот, все, на этом заканчивается у нас пояснительная записка. Так, какая у меня тут еще картинка? Да, ну, могут быть представлены результаты, могут быть представлены как результаты обучения, развития и воспитания, то есть классические результаты. Так, ага, вот это надо было сказать, да. Диагностические материалы характеризуются обобщенно и кратко, то есть диагностика запланирована, производится при помощи таких-то там методик, тестов, опросников там, или по ходу каких-то, какое-то творческое дело, какой-то творческий продукт дети сделали. Так, вот самые общие черты. Ну, а подробно эти все диагностические материалы представляются в приложении. Да, то есть если вы будете ребенка тестировать, если вы будете детей тестировать по итогу в конце, да, то вы пишете, что тест будет состоять, и он будет вот такой-то, а содержание теста и все вот эти ваши расчеты, да, математические, критериальная оценка и так далее, они все выносятся в приложение. То есть вы здесь прописываете в скобочках приложение, там, допустим, 1, 2, 3 там, или 5, какое оно у вас там по счету будет. И специалист, который будет смотреть вашу программу и рецензировать, прекрасно сможет посмотреть это дополнительное приложение и посмотреть то, что вы предлагаете для итоговой диагностики результатов. Так, ну все. На этом целевой раздел заканчивается его характеристикой. Мы переходим к содержательному разделу. Содержательный раздел разрабатывается с учетом рекомендаций нового стандарта по организации летнего отдыха детей 2018 года. И в нем выделены вот эти услуги, и согласно этим услугам и будут определяться те модули, те блоки, которые будут составлять содержательный раздел. Но вот это вот у нас принципиально новое, потому что, да, вот этого блока у нас вообще никогда не было. И не то, что у педагогов нашей республики, мы нигде не найдем еще таких вот блоков, которые нам предстоит разработать. Так, пожалуйста. Так. Значит, содержательный раздел программы, он может быть представлен, как вам угодно, вы их можете назвать подпрограммами, модулями, блоками. От этого ничего, то есть да, не суть важно. Да? И вы можете выбрать любой из 4 предложенных принципов, по которым вы будете разрабатывать эти блоки. Это могут быть или направления дополнительного образования,
или это будут направления в соответствии с внеурочной деятельностью, с программой воспитания или с основными компонентами смены. То есть если даже мы прочитаем так их, то мы видим, что очень много общего в названиях, порой какие-то блоки, они интегрированы, в других случаях они разделяются на части, на отдельные блоки. Да, ну, хотелось бы еще отметить, да, что не стоит брать все сразу, не стоит, как мы иногда говорим, варить кашу из того, что нам подали. Разумно стоит подходить все-таки к содержательному разделу программы и понимать, что вы конкретно хотите дать детям, да, и понимать, что невозможно реализовать в краткосрочной программе все и сразу. То есть нужно все-таки понимать, что лучше нацелиться на 2-3 каких-то конкретных направления, да, но проработанных качественно, в которых дети действительно получат, да, какое-то дополнительные для себя какие-то новые навыки, знания там, ну и так далее. Ну, обычно какие это блоки? Физкультурно-оздоровительный блок, да, трудовой блок, художественный и какой-то познавательный блоки. Потому что и таким образом, то есть это будет все согласовываться, ваша цель, задача, планируемые результаты и насколько ваш контингент детей можно вовлечь в эту деятельность. То есть здесь нужно все тщательно продумать. И есть еще у меня любимое выражение, как говорится, без фанатизма, чтобы вот достичь именно сначала того, что есть. Не надо разбегаться, как мы говорим, да, тоже иногда. Правильно Ирина Дмитриевна подметила, что без фанатизма, потому что все-таки посмотрите, какой большой разброс есть в блоках. И, в принципе, да, можно их совместить, но понимая, что все-таки не нужно брать 10, можно взять 2, 3, ну 4, но чтобы они были качественно проработаны, да, и качественно расписаны каждый модуль. То есть если вы берете трудовой, то значит он должен быть модуль трудовой, значит там все должно быть расписано качественно, грамотно, с пониманием того, что в итоге ваши дети за этот короткий летний период могут получить. Да, чему научатся, да, что узнают, да, что вынесут для себя. Да, ну сейчас как раз перейдем к содержанию этих модулей. Вот в прошлый раз я сбилась, не скопировала тот слайд, который вот мне нужен был, так? То есть мы сейчас с вами переходим к разработке именно основного вот содержания программы. Так, что, это у нас называется структурные компоненты, дополнительные, общеобразовательные, общеразвивающие программы, то есть модуля, как угодно называем, да? Так, то есть это может название модуля или блока, так, цель именно этого модуля, задачи этого модуля, планируемые результаты этого модуля. Содержание программы, оно разрабатывается по тому же принципу, как описано содержание программы учебного предмета. То есть содержание программы, здесь что у нас мы пишем? Здесь пишем, какие те понятия, те знания состоят из понятий, да, то есть те понятия, те знания, которые будут сформированы у детей, и какие умения будут сформированы. То есть, чтобы написать вот это вот кратко, это содержание программы, ну, стоит немножечко посмотреть, все-таки вспомнить, как же пишутся программы учебного предмета. Содержание программы будет реализовываться через деятельность, через различные виды деятельности, так, с указанием формы проведения и темы этого мероприятия. Ну, например, с чем? Ну, например, какой-нибудь художественный блок, да, художественный блок, там творческий блок. Дети посещают хоровой кружок, хоровую студию или посещают какой-то либо танцевальный кружок. Ведь все равно там будет планируемый результат, да, там ведь будет содержание. Если дети посещают танцевальный кружок, то они там учат, какую-то информацию приобретают о видах танца, там, о характере движения, музыкальном сопровождении, да, и виды деятельности, и через формы, какие здесь вы будете это представлять, какая тема. При реализации данного, любого модуля, вот здесь-то вы можете как раз и указать на сетевое взаимодействие, то есть с кем вы будете реализовывать этот модуль.
Да, опять же таки, да, правильно, полное название организации, с которой у вас будет произведено сетевое взаимодействие, сотрудники, которые вы будете привлекать в этот вот именно модуль, в этот период. То есть, смотрите, вы реализуете, допустим, модуль и, ну вот как Ирина Дмитриевна сказала, да, художественно-творческий какой-нибудь, при этом вы взаимодействуете, допустим, с РЦДО, да, допустим, да. Поэтому нужно прописать, что это республиканский центр дополнительного образования, с вами сотрудничают какие-то специалисты такого-то направления. То есть это должно быть указано в обязательном порядке. И мало того, не забывайте писать, что же они все-таки делали вместе с вами. Потому что просто вписать их, да, ну, есть и есть. И вот как раз-таки вы страдаете иногда тем в программах, что вы их указываете, но забываете основные направления указать, по которым они вместе с вами работали с детьми. А для чего-то вы их привлекали же, для чего-то вы их вписывали в программу. Замечательно, когда есть это сетевое взаимодействие, но у них должно быть свое место, да, и действие, то есть должен быть какой-то конечный результат по итогу. Ну, я люблю всегда, что ли, рекомендовать, что вот даже на условиях организации сетевого взаимодействия в летний период можно написать хорошую статью. Принять участие в научно-практической конференции и рассказать об особенностях сетевого взаимодействия в условиях летнего отдыха. Поверьте, этого нигде нет или написано очень мало. И тогда вам есть будет над чем, что проанализировать и что закладывать в следующий план, на следующую летнюю смену. Да, и еще хотелось бы отметить, конечно, мы прекрасно знаем и понимаем, что у вас очень много партнеров, замечательных партнеров, очень много замечательных организаций, с которыми вы очень плотно контактируете и взаимодействуете. Не забывайте про них и прописывайте грамотно. Ну, и себя любите, и тех, с кем вы все-таки взаимодействуете. Да, хорошо. Так, ну и так, по-моему, там у нас еще должна быть указано у меня. Так. Так, нужно сказать, что еще вот в содержательный раздел вы можете включить обязательно программы вот социализации обучающихся, такая небольшая программа. Не нужно писать много, там вот, если взять отдельно программу, да, для школы, там будет она большая. Нам же на летний только период нужно, поэтому в самых таких вот общих чертах, но чтобы это вот все было видно и понятно, как эта программа реализуется и согласуется с той планом сеткой, которую вы представляете, чтобы вот эти мероприятия, да, чтобы она не была разрознена и не была, так сказать, прилепленным куском к большому пирогу, а то получается, что вы разработали программу, она замечательная, но дополнительно, знаете, такая получается ситуация, что вдруг вот додумали и вот это вот приложили. То есть вот эта программа, да, дополнительно вот по социализации даже, да, как Ирина Дмитриевна правильно сказала, она все-таки должна быть полноценным компонентом вашей же программы. То есть, ну, либо модулем, но она должна сочетаться. Это да. Так, ну и еще одна из программ, которая обязательно должна быть, это программа коррекционно-развивающей работы с учащимися, потому что с воспитанниками, ибо у вас будут дети самые разные, и с заболеваниями, и с другими и социальными какими-то проблемами. И, конечно же, работа над этими проблемами не должна прекращаться ни на один день. Так, ну вот на этом вот мы заканчиваем характеристику содержания, основного раздела программы. Так, и переходим к третьему разделу программы, это организационный раздел. И оформить этот раздел самое простое дело для вас сейчас будет, потому что все, что было в первой части программы, да, оно переносится автоматически, вырезается и переносится вот в конец документа. Организационный раздел программы. Этапы разработки программы. Они у вас были всегда где-то там за пояснительной запиской следовали. Переносим в третий раздел. И вот взаимосвязь между этими этапами работы над программой, они очень тесно так, взаимосвязаны между собой. Начнем с третьего этапа, да, аналитический этап. И то, что вы как раз вот получили результаты
сравниваете запланированные результаты с тем, что получили, да, как задачи были реализованы, насколько полно, что помешало реализовать задачу, что, наоборот, способствовало лучшей реализации задач. Вот все это будет выявлено у вас в аналитическом этапе, и затем это будет заложено на следующий год. Что этот летний сезон нам покажет, да? Как дальше планировать? Да, то есть вы лето в 2022 году. В летний период, безусловно, сможете что сделать? Во-первых, вы прослеживаете результаты, запланированные, насколько хорошо у вас получилось. Вы анализируете, что получилось, но не очень, как бы, да, чего бы хотелось вот в результате реализации программы вы увидели и понимаете на данный момент, например, уже, да, что у вас вот чего-то не хватило по каким-то таким вот ситуационным, да, вещам. Может быть, возможно, вам бы хотелось уже увидеть еще какой-то дополнительный модуль внутри своей программы, потому что вы понимаете, что вот не хватило, вот, допустим, чисто социальной работы, или не хватило чисто работы психолога, или не хватило работы там какого-то узкого специалиста или специалиста ЛФК, там, ну, это я так образно вам говорю. И вы уже понимаете, да, то есть вот проведя аналитику реализации своей программы, вы уже тогда будете понимать и планировать результат на следующий год, что да, программа хороша, но в ней вот будут такие изменения, могут произойти либо дополнения, либо вы поменяете вообще внутреннюю структуру этой программы, и у вас тогда получится ежегодно новая программа с качественным содержанием. Структуру менять не надо, содержание менять. Ну, содержание внутреннее. Так, хорошо, пожалуйста, Наталья. Так, следующий компонент организационного раздела – это система условий реализации программы. Ну, это тоже компонент у вас хорошо всегда представлен, и мы его только переносим в конец программы. Так, то есть рассматривается, какие же условия будут способствовать реализации того содержания, которое мы запланировали. Так, далее. И третий блок здесь в организационном разделе – это система контроля и оценивания результатов. Если мы в организационном разделе, в целевом разделе давали только общую такую характеристику, то есть какие формы будут способствовать диагностике, то здесь мы уже описываем более подробно мероприятия и систему методов, то есть как мы определяем достигнутые результаты. Так, больше ничего не скажешь. Так, ну и список, заканчиваем характеристику программы, это последний раздел, список литературы и интернет-ресурсов. Но мы уже в прошлый раз, я упоминала о том, что, да, литература, она не способствует конкретно там созданию каких-то условий, но порой все-таки пренебрежение теоретическими какими-то рекомендациями, принципами, характеристикой, плохое знание педагогических технологий, так, порой оно мешает реализовать тот потенциал, который есть у педагога. Поэтому обязательно нужно указывать список литературы. И мы с вами говорили о том, что сначала мы пишем, хотя и называется список литературы интернет-ресурсов, но сначала мы пишем документы международного уровня, затем федерального уровня, регионального уровня в хронологической последовательности и в зависимости от статуса документа. То есть сначала у нас идут законы, затем идут указы президента, потом идут решения правительства, потом письма. Самые различные, такая вот градация. И потом уже мы располагаем нумерация единая, рассматриваем список литературы и интернет-ресурсов. И обращаю ваше внимание на правильность написания библиографической ссылки. Вы можете проконсультироваться у библиотекаря, как правильно записывать список литературы. Так? Ну и обычно всегда, когда оформляешь статью на конференцию, то там тоже нужно соблюдать определенные правила составления библиографической карточки для монографии, статьи или статьи, взятой из интернет-источника. Нельзя просто прикреплять ссылку на какой-то ресурс интернета и без
указания, что там такое я увижу. Ну, Обязательно есть да, вот, сайт, портал, как да. он носит Ирина название. Дмитриевна вот представила, смотрите внимательно, допустим, вот те же рекомендации, да, то есть идет сначала название того ресурса, то есть любой ресурс, когда вы открываете, вы все равно там берете какой-то материал. То есть для начала идет название материала, потом описывается, что это, потом обязательно пишется электронный ресурс и режим доступа. Тогда уже вы пишете ту ссылочку, где вы нашли этот конкретный материал. Ну, да, еще может так получиться, что в некоторых случаях требуется написать режим доступа когда. Иногда не обязательно. Но вот я при подготовке к вебинару смотрела свои старые ссылки, они уже не открываются, то есть поэтому писать все-таки нужно. Да, все-таки дату обращения. Дата обращения, то есть режим доступа и дата обращения. Так, и заканчиваем нашу программу, характеристику структуры программы приложениями. Значит, сюда уходят все те очень объемные материалы, которые у нас были в пояснительной записке. Следовали сразу же за пояснительной запиской, и они не отражали все-таки вот той целостности. Ну, идет какой-то набор мероприятий, да, ежедневно там, да, дети что-то делают. Но в рамках какого модуля, какая цель преследуется, да, через эти мероприятия. Ну вот теперь можно будет посмотреть, сравнить. Вот у нас есть какой-то модуль тематический, да, составленный по определенному направлению, туристско-краеведческий, например, да, и смотрим, да, в плане сетки смотрим, когда же эти мероприятия по данному направлению, по данному модулю будут реализованы. Так, и, значит, все те мероприятия, которые записаны будут у вас в блоках, в модулях, да, они должны вот быть потом перечислены в плане сетки. Режим работы лагеря, режим дня воспитанника, все это здесь представляется. Далее объемный очень материал – это глоссарий. Вынесем глоссарий в конец программы, и это не будет нам мешать воспринимать вот документ целиком. Так, ну и потом следуют методические рекомендации, сценарии мероприятий и так дальше по каждому модулю. Здесь вот только в чем трудность, может быть, будет заключаться? В том, чтобы нумерация приложений, она совпадала с ссылками, которые будут представлены в самой программе. Ну, например, тот же турецко-краеведческий модуль у вас будет под цифрой 5, и мероприятие по этому модулю, приложение, допустим, 5, тут надо уже, вы сами там решите, и внутри этого приложения 5, да, будут свои уже сценарии, там, приложение 5.1 такой-то сценарий, приложение 5.2 такое-то мероприятие. То есть получится, да, довольно-таки очень большой, толстый документ. Так. Далее программы индивидуальных образовательных маршрутов, если такие у вас будут, и которые определены объективно, конечно же, да, оценочные материалы, диагностические карты и мониторинг образовательных результатов, мониторинг результатов программы. Да. Вот такой у вас будет складываться постепенно электронный документ, но всегда есть рекомендация того, чтобы документ был распечатан, так, и представлен. Да, если у нас будут какие-либо контрольные мероприятия, так, мониторинговые мероприятия, то мы можем показать спокойно, вот у нас папочка стоит по этому модулю, да, вот в этой папочке есть такая маленькая программа, вот здесь у нас есть сценарии, методические рекомендации по проведению этих мероприятий, вот возьмите, изучайте. А где у нас Тяпкин-Ляпкин? Вот, пожалуйста, у нас такая программа есть, вот у нас все есть. И тут, как говорится, нужно просто выполнить рекомендации, ну, с учетом ваших особенностей вашей организации, конкретного учреждения и конкретной категории воспитанников, конечно. То есть здесь учет именно воспитанников, наверное, будет во главу поставлен, потому что все-таки в каждой организации воспитанники имеют свои особенности, какие-то свои индивидуальные даже, может быть, особенности. Поэтому, конечно, вот здесь
мы вам предложили только лишь такой как шаблон, на который можно сориентироваться. Ну, Так, вот. еще. Так, ну и заканчивая нашу с вами встречу, я еще раз повторю то, что было сказано в конце вчерашнего семинара, который проходил, позавчерашнего, который проходил 2 марта, то, что летний отдых вот в соответствии с новыми концепциями, новыми стандартами, да, он преследует не только цель оздоровления, организации отдыха детей, но чтобы этот отдых был такой вот для них личностно значимым, личностно практикоориентированным, так, и чтобы учащиеся также, чтобы это способствовало нахождению места обучающегося вот в этом вот большом мире. И еще раз про то, что в ходе летнего отдыха реализуется дополнительная образовательная программа, которая будет дополнять программы внеурочной деятельности и урочной деятельности. То есть феномен вот дополнительного образования, он заключается в том, что дети круглый год у нас будут учиться и станут умненькими и разумненькими. Самое главное – найти нужные формы. Да. Ну, сейчас я, наверное, отвечу на вопрос. Все интересуются, где и как скачать программу. Смотрите внимательно, потому что буду показывать. В правом верхнем углу есть такой вот квадратик, и в нем 3 полосочки. Когда вы на него нажимаете, вам открывается презентация на конкретный сегодняшний вебинар. То же самое касается прошлого вебинара. И здесь сбоку высвечивается вот «Скачать презентацию». То есть эту презентацию вы можете скачать так же, как и вот в прошлый раз. Презентации доступны для скачивания, можете воспользоваться, как бы, я думаю, что это будет хорошим подспорьем. Ну, по крайней мере, структура там да. Сохраняется. Следующее, что хочу вам сказать, то, что буквально в ближайшее время, к концу марта. Ну, скорее всего, да, ну, скажем так, в ближайшее время у нас разработан, ну, практически уже готова программа повышения квалификации, которая называется «Технология разработки программы летнего отдыха детей», именно конкретно ваших категорий и ваших групп. Мы приглашаем вас всех обучиться на данной программе. Почему? Потому что в ходе данной программы будет уникальная возможность разработать вместе с специалистами, ведущими курсы повышения квалификации, вашу программу летнего отдыха, и у вас, помимо всего прочего, появится возможность получения рецензии сразу же автоматически на свою программу, которую вы разработаете. Поэтому ждите рассылки от Министерства образования, науки и молодежной политики. Как только программа будет готова, как только будут установлены сроки, мы сразу же направим документы по всем организациям, ну и, естественно, в Министерство образования, науки и молодежной политики, в которой будет прописано и какие вопросы будем изучать и что мы там будем обговаривать. Ну и, естественно, главный компонент – это то, что у вас будет реальная возможность совместно со специалистами разработать новую программу в соответствии с новыми правилами, да, с новыми направлениями на летний отдых своих детей. Еще раз, да, вот просят, показываю, вот здесь в верхнем углу, в верхнем правом углу есть квадратик с 3 полосочками. На него нажимаете, открывается вебинар, открывается презентация, которую можно вот здесь, вот видите, сохранить презентацию на компьютер. Все, закрываю. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо всем, что вы были с нами. Надеюсь, что до скорой встречи на курсах повышения квалификации. Все, спасибо.